Я хочу поздравить всех людей мира, всех людей Российской Федерации с праздником Навруз, Новый день, когда природа оживает, чтобы этот Новый год принес много счастья в каждый дом, чтобы дети и внуки радовали родителей, чтобы печаль осталась в прошлом. Сам Навруз связан с весенним равноденствием. Это когда длина времени ночи равна дню. Это выпадает на 21 марта. Этот праздник, он начался еще в 3000-летие до нашей эры, то есть еще в зороастризме, до принятия мусульманства. Но двери всегда для всех открыты, независимо от национальности, от вероисповеданий. И могут участвовать все: русские, грузины, украинцы, белорусы, татары, немцы, евреи, башкиры. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Спасибо, что мы все есть. Спасибо, что мы стараемся делать все для того, чтобы жить дружно. Коли уж так случилось, замечательно, что Навруз, Новый год совпал с католической Пасхой. И вот этот пирог чисто немецкий, тут вот и крашеные яйца. Ну и поскольку речь идет все-таки о детях больше, сегодня все хорошо празднуют в немецко-русском доме. Я бы хотел этим замечательным детям, хозяин не возражает, если это детям больше, идите ко мне, идите. Подходи. Давайте поаплодируем всех с Наврузом. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть ваши дети будут красивыми и радостными. Пусть всегда праздник рядышком будет с вами, дарит нам хорошее настроение. Мужчина одевается по-европейски, а вот женщины, они действительно одеваются как цветы. Потому что на Востоке говорят, хоть красота и не порок, ее одной нам маловато. Беда, когда красив цветок, в котором нету аромата. Это женщины одевают изоры, платья, тюбетеечки. Именно праздничного. Это светлого, тюбетеечки, расшиты золотом на белом фоне. По-разному отмечали его разные народы, но все как праздник возрождения, природы, торжества, жизни, надежд на щедрый урожайный год. Есть такая примета, поверье в народе, что как встретишь Навруз, так и будет, настолько будет богат твой стол и настолько будет богата твоя семья. То есть чем богаче будет накрыт стол, тем богаче пройдет семейная жизнь. В этот праздник обычно готовят, это первый сумалак, это проросшая пшеница, это символ этого праздника, все-таки весна, начало пробуждения всей природы. Вот. Это яйца, как символ зарождения жизни. Вот. И, значит, национальные блюда – это плов, манты, это самбуса, шурпо, бишбармак, калапача. Уважаемые гости нашего праздника, калининградцы, поздравляю всех с праздником Навруз, международным праздником Навруз. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и весеннего настроения.